Добрый вечер. Это программа «Аналитика». Свой взгляд на важное и интересное в Казахстане и в мире. Каждый день на наших дорогах погибают 3 человека в среднем. Позже поговорим об этом, и вот что еще вы увидите в первой части выпуска. И отправляет людей в тюрьму, узнаете. В Северо-Казахстанской области автолюбителю грозит 5 лет лишения свободы. Нет, он никого не сбил, никакой аварии. Но его трижды задерживали пьяным за рулем. А такой рецидив теперь уголовная ответственность. В лучшем случае крупный штраф, потому что даже немного выпивший человек – большая опасность и для него самого, и для окружающих. Ведь сколько случаев, когда по вине самонадеянных любителей напитков покрепче погибали люди, дети в том числе. Вот у нас и ужесточают наказание. Светлана Пенькова собрала разные истории и посмотрела в глаза человеку, из-за которого в одной казахстанской семье случилось большое горе. Маршрут номер 34. Савинов. Да. Кульмагамбетов. Два капитана, тезки Канат Утарбаев и Канат Хамидуллин, точно так же 14 октября 2020 года получили задание и поехали разбираться с кражей. Следствие затянулось, возвращались под утро. Уставшие мечтали поскорее лечь спать, однако через мгновение они уснули навечно. Жена Каната Утарбаева все перебирает тот день в подробностях, думает, а что если бы позвонила, если бы отвлекла мужа на какие-то секунды, может быть, машины не встретились на том перекрестке? Слышу, что на улице прям вот какой-то крик, как будто кто-то ругается или кто-то плачет, мужские голоса. Я выскочила на улицу, и вот старший брат, он меня увидел и сразу забежал в сарай. И я помню, что я босиком побежала по земле, пошла. Я говорю: Айрат, что случилось? Он отвернулся и не говорит. Я говорю: что случилось? Я говорю: скажи. Он говорит: Канат в аварию попал. Я говорю: он жив? Он головой помотал, говорит: нет. Без отца остались 3 детей. У Каната Хамидуллина 2. Младшего сына он даже не увидел. Мальчик появился на свет после смерти папы. Старший уже все понимает и, глядя на фото отца, не может сдержать слезы. Смотри, я не буду плакать тоже. За рулем машины, убившей людей, был Сергей Воронцов, 25 лет, лишенный прав на управление авто, выпивший. Но все это не помешало ему устроить с друзьями гонки на дороге. Не остановил и красный сигнал светофора. Экспертиза показала, внедорожник летел со скоростью 120 км в час. Водитель даже не попытался затормозить. Из тюрьмы он выйдет мужчиной за 40, которому навсегда запрещено садиться за руль. Но не нарушит ли? Они работают, они как раскаиваются, у них сразу в первую очередь семья, дети, они об этом думают, как бы больше с их слов, они говорят: все, мы больше пить не будем, будем привыкать к новой жизни после освобождения, все, работа, дом, никакого алкоголя. Ярослав Потеряев тоже говорит, что пить уже не будет. Решил бы он это раньше, не погибла бы девушка, что сидела у него за спиной. После пикника на озере они возвращались домой, по пути чуть не врезались в мальчика. Из-за резкого маневра мотоцикл ушел под откос. Как и жизнь. Когда похоронил, было очень грустно, очень сердце разрывалось. Там мысли были плохие, но я, конечно, их переборол, набрался мужества и как дал себе зарок, что ли, что больше эту гадость пить не буду даже по праздникам, водку эту. Потому что она многим жизнь ломает, многим, очень многим. Эти 100-200 грамм, оно того не стоило. То, что я потерял любимую девушку и чуть не убил мальчика. Сейчас минимальное наказание за смертельную аварию для выпившего водителя – 5 лет. Но даже если не случилось непоправимое, а опьянение доказано, за решеткой посидеть придется 15-20 суток. Прав лишают на целых 7 лет. Казалось бы, весомый аргумент не нарушать. Но с начала года задержали уже более 5000 казахстанцев за рулем и под шофе. Но самое страшное – за 4 неполных месяца пьяные водители устроили 561 ДТП. Сейчас не промилле главное. Главное – это клинические данные. Его походка, его речь, пальцево-носовая проба, зрачковая реакция. То есть здесь давление замеряется.
Все, выполнение точных, поднятие предметов, ну все играет роль. Вот он зашел, как сел, как говорит, как ведет себя, все это учитывает. Вовремя остановить выпившего водителя все равно, что спасти чью-то жизнь. Не все, даже абсолютно трезвые, адекватно реагируют на остановку. Да еще под прицелом телекамеры. Полицейским приходится принимать решение, что называется, на ходу. Опыт помогает выхватить вроде незначительные мелочи, которые вызывают подозрения. Девушка, скажите, пожалуйста, вы употребляли сегодня алкогольные напитки? Полицейские такому эмоциональному ответу не поверили и повезли вероятную нарушительницу в наркологию. Дышат в трубочку и проводят тесты на координацию теперь только там. Но увидеть нам это не удалось. Особенно, в общем-то, недовольны люди те, которые ближе к средней степени, и те, которые за рулем. Ну, представьте, 7 лет без руля, они же это понимают. Они, естественно, они этим недовольны. Они и сотрудников полиции, и нас, медиков, всех матерят. И стол на меня переворачивали, я под столом был, все было. И сотрудников били тут же, и здесь были, весь пол в крови был. Сами себе лбом разбивают о тумбочку, лицо. Ну, здесь неадекватно все. Поэтому мы вот работаем вдвоем с фельдшером. Как бы одному очень сложно работать здесь. Здесь хоть какой-то есть свидетель. Сколько показал алкотестер? 0,35. Девушка, вы же сказали, что вы не пили сегодня. Как уже говорил врач, не только промилле влияют на вердикт, который они выносят. Пары алкоголя говорят об употреблении, но не всегда означают опьянение. А наказание в виде ареста и лишения прав наступает только во втором случае. На этот раз девушка отделалась легким испугом. Медицинское исследование не установило опьянение. Тут же еще играет, какое состояние, какой у него эмоциональный настрой, точный или худой человек. Крепкий или легкий, или слабые напитки какой. Все же играет роль. Есть мнение, что пары алкоголя могут появляться после выпитого кумыса. Решили проверить. Нашли добровольца, не водителя. Предложили по 0,5. По рекомендации врача подождали полчаса, чтобы напиток усвоился организмом. И отдали в руки эксперта. Дуйте. Сильнее, сильнее. Все, щелчок был. Сейчас будем ждать. Вот 3:0. В организме алкоголя у вас нет. То есть вот этот кумыс, он похоже, что не особо крепкий. Слабый, да? Он бывает в среднем от 3 до 6 градусов. Выпью в обед кружечку, бокальчик или рюмочку, до вечера выветрится. Знакомая отговорка, которой оправдывают себя те, кто через несколько часов сядут за руль. Возможно, в последний раз. Потому что, когда выпьешь, реакция очень заторможена. Хотя, кажется, в соответствии наоборот. Когда ты пьяный, думаешь, море по колено, как у нас говорится, это все не так. Это все не так. Когда трезвый, есть трезвый у тебя. Реакция, энергия, там, ну, не знаю, зрение, там всякое там обостряется. А когда выпивший вроде, пронесет, пофигу. Не пронесло, к сожалению, мужчину из Алматинской области. Сбил 4 девочек, которые шли из школы. Не пострадала только одна из них. Я в тот день стиралась, и муж позвонил, сказал, быстро приходи сюда, дочку машина сбила. Но я думала, надо ее, наверное, в больницу везти, там помощь нужна, мать нужна. Я вообще не подумала о плохом. Но когда я дошла до поворота и увидела кучу народу, я сразу поняла, что это что-то плохое. А когда я подошла, я не увидела свою дочку, она была уже в машине скорой помощи. Ну, я увидела дочку племянницы, которая лежала на земле, и сразу потеряла сознание. Если человек пьет, мне кажется, он должен дома сидеть. Зачем за рулем садиться? Там девочки невинные, они тем более по дороге шли, ни на дорогу не вышли, ничего. Спокойно шли дети домой. 1,5 недели врачи боролись за жизнь девочки, но она так и не пришла в сознание. Родные оплакивают ее уже 40 дней. Больше всех любила зиму. Снег она любила. Сильно любила. Если даже в 10 часов вечера выйдет снег, она до 11 ночи наигралась. Потом только заходила ложиться спать. И всегда говорила, папа, я заработаю деньги и куплю тебе машину.
Через месяц после смерти Ризвангуль умерла вторая школьница. Третья девочка проходит реабилитацию дома. Установили аппараты Лизарова, и ее также посещает психолог. Избежав смерти, она кардинально сменила мечты. У меня все хорошо. Я хочу, когда стану большим, быть врачом, главным врачом, чтобы лечить людей, своих родителей. Мечты Шахмины могут сбыться. А вот капитан Утарбаев уже не построит для своей семьи большой дом. Ризвангуль не купит отцу машину. Их планы на жизнь разрушили посторонние люди, которые проигнорировали законы логики и государства. Выпив, сели за руль. Они, конечно, понесут положенное наказание, но никак не смогут вернуть жизни. Светлана Пенькова, Махаббат Тусыпкызы, Алла Инголия, Зауриш Ахмеджанова и Айтуга.